Мир моды и красоты – это красиво, но не всегда все дается так просто. Например, чтобы стать мировой моделью, нужно пройти массу трудностей. Например, я всегда мечтала стать моделью, но, увы, ростом не удалось, да и поесть люблю. Например, никак не могу отказаться от сладкого. Поэтому я сегодня буду одаривать всех конфетками. Ведь это полезно, и впереди у конкурсантов серьезное соревнование. Думаете, что для взрослого человека дается труднее всего? Если вы думаете, что это выбор профессии, машины, девушки и так далее, то вам никогда еще не приходилось говорить 4-летнему ребенку «нет». Особенно таким участникам, как конкурса красоты «Мини-принцесса» и «Принц Азии». А вы попробуйте отказать им после таких слов. Я хочу выиграть в конкурсе. Что мама обещала тебе за победу? Она обещала, чтобы я выиграла, и я приехала домой с короной. Такой сложный выбор делать пришлось нашим отечественным звездам эстрады. И кто же осмелился усложнить им так жизнь? Ну, на это мог пойти только один человек во всем городе – мисс Айджамал Осмонова. Все мы не понаслышке знаем, что с детьми работать очень сложно. В некоторых даже делах очень опасно. Эй, вы! Кто разрешил его мучить? Мэнни, не мешаем творчески развиваться. Ее нервам можно позавидовать. Не впервой она устраивает такое мероприятие. Уже 2-й год как-никак. Изначально я планировала организовать только детский проект. Конкурс красоты «Мини-принцессы и принц Азии». Он у нас проходит уже 2-й год. Это отборочный конкурс для международного под названием «Мини-мисс и мистер мира». То есть масштабы у нас очень большие. Ребенок будет представлять целую страну. И даже не один ребенок. У нас 5 победителей в 5 категориях. У девчонок, у мальчишек 2 категории. И всех их мы приглашаем на международный конкурс. Знаете, что самое интересное? Конкурс-то прошел намного интереснее, чем у взрослых их коллег. Если когда-нибудь перед вами станет выбор посетить детский конкурс красоты или взрослый, без всякого сомнения ваш выбор должен пасть на первый вариант. Потому что такой искренности и таких настоящих эмоций со стороны участников и зрителей вы уже нигде не увидите. Но, конечно, были и такие люди, которые не могли понять, куда они попали. Вообще-то я не знаю, как мне пригласили команда организаторов. Сказали, что будет детский мода, самые стильные, самые крутые. После таких вдохновляющих слов Кайрата нам остается лишь пожелать успехов нашим юным дарованиям. Здесь они не только боролись за призы и звания, но и в очередной раз доказали, что нам, взрослым, стоило бы во многом брать с них пример. Tell me that you love me too.